В эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Здравствуйте. Коротко о главном. Народная стройка. На горе Дуге активисты возводят лестницу. Экскурсия для главы. Шолбан Караул посетил Дом дружбы народов Красноярского края. Информация на подушечках пальцев. Процедура дактилоскопии. Для чего это нужно? А теперь об этом и не только, более подробно. Гора Дуге, расположенная вблизи города Кызыла, излюбленное место для прогулок простых горожан и спортсменов. Высота горы достигает 1002 метров. Чтобы немного облегчить путь в гору, активисты молодого общественного движения Чоннун Олдары, сыновья народа, организовали строительство лестницы на священное место. За ходом работ наблюдала и наша съемочная группа. Весь город как на ладони. Гора Дуге – любимое место многих кызылчан. Высота горы достигает 1002 метров над уровнем моря. Покорить вершину Дуге можно только пешком, и займет это в среднем час-полтора. На некоторых участках тропы наблюдаются крутые склоны. Именно на них и решили активисты общественного движения «Сыновья народа» построить лестницу. У нас общая идея, потому что мы призываем всех, именно жителей Республики Тыва, кто неравнодушен, именно для, чтобы наши старые предки и старшие поколения могли подниматься на гору именно без труда, и чтобы не было сложностей для вершины, для покорения вершины именно имеется. Закупив за свой счет 2 кубометра пиломатериалов и вооружившись инструментами, молодые люди приступили к возведению, как они сами называют, народной лестницы. Любители пеших прогулок по горе, узнав о благих намерениях активистов, поддержали начинание молодежи. Нравится такая идея. Поддерживаем для нас всех, для народа, для населения, для гостей. Напомним, «Сыновья народа» – это общественное движение мужчин Тувы, которые борются против алкоголизации населения республики. Сегодня в рядах движения состоят свыше 300 человек. Активисты движения поясняют, что строительство лестницы на священную гору Дуге – некий символ начала объединения усилий против борьбы с алкоголем и организации работы в этом направлении среди всех слоев населения. Каждый, наверное, по-своему все эти символы смотрит. Для меня это, допустим, символ, то, что пора проснуться всем людям, прекратить пить и взяться за общее дело, за восстановление общих благ. Возведение лестницы продолжится и дальше. Желающие присоединиться к стройке могут приходить к подножию горы Дуге каждую субботу в 10 часов утра. Чинчика Шпукол, Буян Аюн, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Глава Тувы посетил Дом дружбы народов Красноярского края. Он был открыт в начале прошлого года для создания условий сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих в регионе. Экскурсию по учреждению для главы Тувы провел директор Петр Суворов. Посетив мини-музей дома, где представлены культурные экспонаты, отражающие обычаи и традиции разных народов, премьер заверил, что обязательно передаст в музей предметы тувинской культуры и быта. В библиотеке Дома дружбы народов, среди прочих, представлена тувинская литература и книги о Туве. Теперь фонд библиотеки пополнился специальным изданием, альбомом «Тувинцы», подарком главы Тувы. По просьбе директора Шолбан Караул оставил отзыв в книге почетных гостей. В Доме дружбы народов состоялась и традиционная встреча главы Тувы со студентами-активистами. На встрече присутствовал заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края, кандидат исторических наук Рашид Рафиков. Он поблагодарил главу Республики Тыва за внимание к укреплению межнациональных связей, за создание в республике агентства по делам национальностей. Шолбан Караул, в свою очередь, поблагодарил руководство Дома дружбы, представителей администрации Красноярского края за оказание поддержки тувинским студентам. Власти Тувы рассчитывают получить 200 миллионов рублей из федерального бюджета в 2017 году на строительство второго моста через Енисей в Кызыле. Об этом сообщил ТАСС глава республики Шолбан Караул в ходе Красноярского экономического форума. Сейчас в Кызыле существует один мост через Енисей, коммунальный, который находится в аварийном состоянии. После землетрясения 2013 года мост получил от МЧС России и проектного института Санкт-Петербурга довольно жесткое отрицательное заключение о состоянии, уточнил Шолбан Караул. Однако динамичное освоение правого берега, где построен военный городок 55-й мотострелковой бригады, отмечают власти, требует строительства новой переправы. И о курсах валют: доллар стоит 56 рублей 23 копейки, а евро 60 рублей 31 копейка. Сделаем небольшую паузу на рекламу, не переключайтесь.
Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель. От эскиза до установки. Из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94. Район аптека управления. 923 384 38 78. Пластиковые окна всем. 2 47 47. Город окон. Это новости телекомпании «Новый век». Мы продолжаем. Отпечаток пальца – уникальный идентификатор личности. Он никогда не повторяется, поэтому по отпечатку пальцев можно в точности установить его хозяина. Этим часто пользуются сотрудники полиции. Самым доступным на сегодня гарантированным методом идентификации личности является дактилоскопия. Для чего она нужна, узнавала наша съемочная группа. В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить личность без документов невозможно. Также есть категория граждан, для которых дактилоскопия, по мнению полицейских, просто необходима. Это люди пожилого возраста, в том числе страдающие потерей памяти, а также дети и недееспособные. При таких обстоятельствах подобная процедура может оказать неоценимую помощь, так как отпечатки пальцев – самый точный способ опознать человека. Добровольная дактилоскопия в некоторых случаях может значительно облегчить жизнь. Это может пригодиться не только в случае аварии какой-то, землетрясения или другой катастрофы, но и если человек вдруг попал без сознания в больницу, либо потерял память. Особенно это важно, если человек утратил документы и при этом находился в чужом городе. Установить его личность для восстановления документов не составит труда, так как вся информация на гражданина будет находиться в базе данных. Чингиз Мумбалдай прошел специальные курсы дактилоскопии и уже на протяжении нескольких лет работает помощником оперативного дежурного городского отделения полиции. По его словам, в данный момент в базе более 4000 людей. Сейчас на данный момент 4739 дактилоскопирован. Туда входят добровольные, задержанные, уголовные и просто административные. Те, которые доставляются и приходят, добровольно дактилоскопируются. Закон о добровольной дактилоскопической регистрации в нашей стране действует уже на протяжении 18 лет. Однако граждане не спешат оставлять свои отпечатки пальцев в полицейской базе данных, поскольку связывают эту процедуру с криминалом. Однако это совсем не так. Добровольная дактилоскопия в некоторых ситуациях может значительно облегчить жизнь. Правую руку. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится только по желанию гражданина и не представляет опасности для здоровья. Вопрос о ее необходимости граждане решают сами для себя. Стоит отметить, что в любой момент можно подать заявление на уничтожение или внесение изменений в дактилоскопическую информацию. Анастасия Маслова, Чинчиса Буга, Буяна Юн, телекомпания «Новый век». Возраст для них не повод для бездействия. Они продолжают творить, самовыражаться, делиться накопленным опытом и наблюдениями. Ветераны журналистики – люди вне времени. В знак благодарности за их многолетний труд Союз журналистов Тувы подарил своим старшим коллегам путевки в санаторий-профилакторий «Серебрянка», чтобы они там укрепили здоровье и вдохновились на новые работы. Машина, предоставленная Пенсионным фондом республики, доставила ветеранов журналистики в санаторий ранним утром. Встречала их там и наша съемочная группа. Серебрянка, встречай ветеранов Союза журналистов Тувы России! Чидем Дангит Иргитович, мастер перевода с русского на тувинский язык, состоит в Союзе журналистов уже 40 лет. Мангуш Александра Санчаевна и Иргит Лидия Хирлиевна, королева радиоэфиров. Они члены Союза журналистов с 1978-1983 годов, победительницы профессионального журналистского конкурса «Агалимталитовое перо» 2016. И Маспыкол Галина Дулушевна, мастер слова в Союзе с 2001 года, абсолютная победительница «Агалимталитового пера» 2016. Долгожданных гостей персонал санатория «Серебрянка» встречал на пороге. Мы всегда рады приветствовать всех наших гостей, отдыхающих, также больных, направленных на долечивание различными медицинскими учреждениями республики. А журналистов, вот ветеранов журналистов, конечно, тем более мы рады, потому что мы очень ценим труд журналистов, оказывая им качественные медицинские услуги, мы как бы отдаем дань уважения к их труду журналистов.
Персонал санатория «Профилактория» пообещал, они сделают все возможное, чтобы журналисты остались довольны. Под присмотром медиков высшей категории ветераны журналистики проведут в санатории «Серебрянка» неделю. Заботятся о тех, кто всю свою жизнь служил слову. Обязанность Союза журналистов Тувы, говорит заместитель председателя организации Надежда Антуфьева. Это долг Союза журналистов Тувы. Наши ветераны – наша гордость. И это наш долг заботиться о тех, кто всю свою жизнь посвятил тому, чтобы мир стал хотя бы чуть-чуть лучше. В санаторий журналисты приехали не с пустыми руками. В благодарность за теплый прием они подарили библиотеке «Серебрянки» 4 тома книги «Люди Центра Азии». А что может быть лучше такого подарка от мастеров слова? Ведь если медики лечат тело, то журналисты – душу. Анастасия Маслова, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». А какие возможности предоставляет портал госуслуг, узнаем в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в студии начальник отделения отдела по вопросам миграции МВД России по Туве Юлия Юрьевна Мангуш. И поговорим мы сегодня о едином государственном портале госуслуги.ру. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня получить госуслуги стало проще. В чем преимущество? Сегодня граждане могут получить государственные услуги, не выходя из дома. То есть главное иметь доступ к интернету и подать заявление в электронном виде. Когда появилась услуга? Ну, единый портал начал функционировать уже с 2011 года, и с каждым годом он развивается, и с каждым годом он становится все доступнее для граждан. А известно ли, сколько уже воспользовались человек? За первый квартал 2017 года было подано заявление в электронном виде 1805, что в разы больше аналогичного периода прошлого года. Например, для сравнения скажу, что в прошлом году за 3 месяца было подано в подразделение по вопросам миграции всего лишь 132 заявления. Что же нужно сделать, чтобы получить услугу через данный портал? Ну, главное, зарегистрироваться нужно на этом портале. То есть гражданин должен создать свой личный кабинет. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации и подтвердить свою учетную запись. А учетные записи можно подтвердить в МФЦ, а также в подразделениях по вопросам миграции МВД по Республике Тыва. А важно ли, вот где находится человек? То есть, если человек в районе находится? Портал он доступен абсолютно всем, то есть гражданин, проживающий в районе, может также подать заявление, например, об оформлении заграничного паспорта, то есть выбрать подразделение, удобное для него. То есть при подаче заявления там выходит список подразделений, и из этого списка гражданин сам себе выбирает удобное для посещения подразделение. За какой услугой чаще всего обращается население? Практика показала, что чаще всего население обращается за регистрацией по месту жительства, либо о снятии с регистрационного учета. Далее по степени популярности у нас следуют государственные услуги о получении заграничных паспортов 2 видов на 5 лет и на 10 лет. Ну и затем граждане чаще всего обращаются за получением адресно-справочной информации. Вот вы сказали, что данный портал существует с 2011 года. Какие-то нововведения есть? Единый портал развивается с каждым годом все больше появляется видов государственных услуг на портале. И буквально вот с 18 апреля у граждан появилась возможность оплатить стоимость государственной госпошлины со скидкой в размере 30%. Например, чтобы получить заграничный паспорт нового поколения со сроком действия на 10 лет, вместо 3500 рублей гражданин теперь оплачивает 2450, то есть экономия 1050 рублей. То есть добавив 450 рублей, заявитель может также оформить заграничный паспорт и на своего ребенка. То есть, воспользовавшись единым порталом, заявители экономят не только свое время, но и деньги. Оплата как производится? Оплата производится там же на едином портале с использованием номера банковской карты. Может быть, какие-то акции проводите, помимо нововведений? Скажите нам. Ну, на постоянной основе отдел по вопросам миграции проводит акцию «Паспорт за час». То есть это оформление паспортов, внутренних паспортов, в ускоренном порядке. Кто может воспользоваться, принять участие в этой акции?
Условием для участия в данной акции является то, что гражданин должен быть зарегистрирован на территории обслуживания подразделения и ранее получал паспорт в том же подразделении. То есть вот в этих случаях паспорт оформляется вот в течение дня. И также граждане, подавшие заявление в электронном виде с использованием единого портала, тоже в это же подразделение, что и ранее при оформлении ранее выданного ему паспорта, также могут принять участие в данной акции. Вот я хотела уточнить, дети, достигшие 14-летнего возраста, которые вот только получают паспорт, они могут подать заявление или только с 18 лет на портале можно зарегистрироваться? Вот, дело в том, что регистрация на портале производится по паспорту и СНИЛС. Ну и, соответственно, 14-летние дети без паспорта не могут зарегистрировать. Да. Вот такой вот недостаток имеется. Но в последующем, уже получив паспорт, ребенок уже сам самостоятельно может и зарегистрироваться и получать необходимые ему государственные услуги. Вот если сейчас вот уйти от акции, да, вообще какие сроки рассмотрения заявления? Ну, поступившие через единый портал заявления рассматриваются в тот же день, то есть по ним принимаются решения вот в день подачи заявления. Но по таким видам услуг, как регистрация по месту жительства, либо там предоставление адресно-справочной информации, гражданин может получить услугу с использованием единого портала в день. То есть сроки рассмотрения заявления намного сокращаются. Вот, например, на регистрацию граждан в административном регламенте уделяется 3 дня, а с использованием портала зарегистрироваться можно вот в течение 1 дня. И чем хорош единый портал? Тем, что, например, жители многоквартирных домов, они подают заявление через управляющие компании ТСЖ, то есть сначала в ТСЖ подают, затем представители ТСЖ доносят документы в подразделение по вопросам миграции, то есть это определенное время, несколько дней проходит. А если гражданин сам подаст заявление через единый портал, то, соответственно, и сроки рассмотрения, то есть сжимаются, и гражданин быстрее получает данный вид услуги. Юлия Юрьевна, что же делать тем людям, которые не имеют возможности пользоваться интернетом? Есть способ подачи и по старинке, то есть и по порядке живой очереди. То есть мы никому не отказываем. Но вот просто преимущество единого портала, что гражданин посещает подразделение только 1 раз. Если вот как раньше, да, вот по старинке, если человек подает заявление, то ему нужно будет посетить подразделение 2 раза. 1 раз, чтобы подать заявление, и 2 раз, чтобы получить уже непосредственно услугу. В порядке живой очереди, да? Да, мы стараемся чтобы сокращать время ожидания в очереди, поэтому мы осуществляем прием также по предварительной записи. Юлия Юрьевна, спасибо, что пришли к нам в студию и разъяснили. А я напомню, что у нас в гостях в студии сегодня была начальник отделения отдела по вопросам миграции МВД России по Туве Юлия Юрьевна Мангуш. И говорили мы сегодня о едином государственном портале госуслуги.ру. Далее наша ежедневная рубрика «Новости короткой строкой». На интернет-портале Министерства обороны России опубликована полная электронная карта парадов Победы с подробной информацией о численности военнослужащих и количестве военной техники. С помощью интерактивного приложения посетители сайта могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн, говорится в официальном сообщении военного ведомства. Кроме того, в приложении представлены схемы построения парадных расчетов, состав и количество личного состава и военной техники в 28 городах России.
С 21 апреля в Туве началась отчетная кампания республиканского правительства об итогах деятельности органов исполнительной власти в 2016 году. Вице-премьеры и министры в течение этой недели на встречах с общественностью расскажут, над чем они работали, ответят на вопросы жителей, выслушают замечания и предложения. Итогом отчетной кампании станет перечень наказов от жителей, участвовавших в обсуждении. На их основе будут выработаны управленческие решения, обязательные для всех органов исполнительной власти. Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который несколько ограничивает фантазии родителей в выборе имен для своих детей. Принятый документ ограничивает право родителей давать детям имена, состоящие из цифр или буквенных кодов, называть ребенка по чьей-то даже весьма авторитетной должности. Нельзя также, согласно новому закону, использовать в имени ребенка бранные слова, символы, кроме дефиса, когда он требуется в случае, если имя составлено из двух частей. Возможность давать ребенку и материнскую, и отцовскую фамилию теперь узаконена. Ученики школы номер 9 города Кызыла заняли первое место на конкурсе танцев «Звездный проект», который проходил в Новосибирске 16 апреля. Художественный руководитель Стояна Мангуш, хореограф Айлана Бичиол. Завораживающие национальные танцы в ярких этнонарядах покорили сердца членов жюри и всего зала. Победители выиграли путевки в Испанию. Организаторы обещали путевки направить после прохождения всех формальностей, сообщает Айлана Бичиол. Минздрав России намерен ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газировки. Об этом говорится в опубликованном тексте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соли, в первую очередь газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия, говорится в документе. По официальным данным Минздрава, на сегодня уже каждый второй взрослый россиянин страдает ожирением. На Первом республиканском радио сегодня вновь состоялся радиоквест «Замес майонез». Напомню, что в этом сезоне слушатели ведут борьбу за подарки от ресторана гостиничного комплекса «Буян-Бадыргы». Квест этого дня был непосредственно связан с театром. Однако разгадать простую, на первый взгляд, загадку получилось только у одного человека. Победителем сегодня стал кызылчанин Алексей. Он первым из участников приехал на зашифрованное место – Тувинский государственный театр кукол. Замес майонез. А вот ваш подарок. Спасибо. В этом сезоне радиоквеста осталось только 4 игры. Спешите разгадывать тайны местоположения призов вместе с радиоведущими «Голоса Азии» и рестораном «Буян-Бадыргы». И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Кызыле ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться между отметками 0 плюс 4. Днем плюс 11 плюс 18. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром плюс 2 градуса, днем плюс 9, плюс 14. В Барадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром плюс 2 градуса, днем плюс 9, плюс 13. На Полке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром минус 2 градуса, днем минус 2, плюс 3. В Танзыбе ясно, без осадков. Температура воздуха утром плюс 2 градуса, днем плюс 5, плюс 10. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. На этом все. Если что-то пропустили, ищите выпуск на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Спасибо за внимание и всего доброго.